102 народных инструмента ручной работы. Настоящий клад, подаренный в прошлом году Музею музыки и фольклора Якутским музыкальным колледжем. Коллекция создана Николаем Савельевичем Берестовым, педагогом, композитором, хранителем музыкальных традиций. Она собиралась по крупицам в течение полувека и с 1973 года была частью класса музея в музыкальном училище. Выдающийся композитор, который в 1964 году приехал, закончив Уральскую консерваторию в нашу Якутию, и полюбил Якутию. И его произведения, все его произведения пронизаны любовью к нашему народу, самобытной культуре. Но помимо этого он был коллекционером, собирал по улусам музыкальные инструменты. Был выделен один класс, и при жизни Николая Савельевича Берестова он именно вот в этом классе учил своих студентов и рассказывал, показывая вот эти инструменты. В подборке есть разные инструменты – духовые, щипковые, струнные. Необычным для современного обывателя видом экспонаты под стеклом скорее напоминают волшебную лавку. И звуки, которые льются из-под смычка музыканта, запросто могут унести слушателя на пару столетий назад. Тут сразу видно, как мастера подходили к этой работе. Есть единичные работы уникальные, а есть также целые семейства вот этих ансамблевых инструментов, которые изготовили для нашей республики московский мастер-изготовитель Шушин и бурятский мастер Дугаров. Продолжая предновогоднюю традицию музыкального волшебства, музей фольклора не замыкается в своих стенах. Перед праздником музыка и народные инструменты сами идут к людям. Сегодня после презентации коллекции Берестова у нас есть ежегодная акция «Подари детям сказку». У нас есть свой кукольный театр при Музее музыки, и там мы показываем народные сказки северных народов: якогерские, венские, вилкийские. И вот сегодня как раз по акции «Подари детям сказку» мы едем в реабилитационный центр. Сегодня уникальные инструменты, собранные Николаем Берестовым, можно увидеть, но не услышать. Многие из них временно онемели. Состояние раритетов ветхое. Однако сотрудники музея уверены, что работа реставраторов сделает свое дело, и инструменты Берестова зазвучат вновь. Анна Пшенникова, Джолустан Иннокентьев, Якутск.